Основную тяжесть перевозок по Якутии вместе с малыми зимниками берет на свои плечи Аям. Начало этой дороги – Амурская область, Транссиб, станция Большой Невер. А конечная цель – далеко на севере, в Якутске. Амуро-Якутская автомагистраль. Аям – ровесник пятилеток. Он по праву стоит в одном строю с Магниткой, Сталинградским тракторным, Днепрогэсом. Разглядывая снимки, сделанные в начале века, понимаешь, какими были эти места всего за 30 лет до начала Аяма. Многое изменилось в Якутии с той поры. Многое, но не природа. За окнами теплой кабины все те же минус 50. А в разгаре солнечного дня ударит вдруг в лобовое стекло ледяное дыхание Аймекона, и сразу поймешь, что такое полюс холода, что такое якутская пурга. Для Аяма это закон. На маршрут одной машины не выезжать, причем за баранкой не более 10 часов. Якутские шоферы народ особый, и забота о них особая. Такие пункты на Аяме через каждую сотню-другую километров. Аям не должен знать перебоев, и не знает их. По нему движется основной грузопоток Якутии. Жизненно важный грузопоток. Несметные богатства таит вечная мерзлота. И путь к ним вот уже полвека пробивает Аям. Нижний Куранах. Золотодобытчики перешли на новый разрез. Работа не прекращается даже ночью. А доставил сюда новейшую мощную технику Аям. Новое месторождение коксующегося угля разведано в Чульмане. И этот груз берет на себя Аям, вместе с веткой Малого Бама, которая тянется уже к карьеру. По добыче слюды Якутия вышла на первое место в стране. Вот она, бесценная слюда флагопит, которая так нужна в электротехнической и радиопромышленности. А увезет ее отсюда к Транссибу все та же Амуро-Якутская магистраль. Аям – зимник. Пока еще зимник. Но уже шагнули через таежные реки капитальные автомобильные мосты. Значит, быть Аяму круглогодичным. За спиной нелегких 1162 километра по мерзлоте, по былому бездорожью. Впереди Якутск, столица республики. Конец пути и начало нового рейса по Аяму, главной дороге края.